В середине прошлого века, в 1953 году, Кастро впервые заявил о себе как лидер революционной группы. Он и его сторонники пытались взять штурмом казарму Монкадо. Годом ранее Фульхенсио Батиста здраво оценил свои шансы выиграть выборы. В случае честного голосования он претендовал максимум на 3-е место и захватил власть. Восставшие сторонники Кастро представляли партию ортодоксов. Именно их кандидат имел наибольшие шансы на победу при демократическом голосовании. Штурм провалился, Кастро арестовали. В тюрьме 27-летний оппозиционер написал речь, которую озаглавил максимально пафосно «История меня оправдает». Ему дали 15 лет, через 22 месяца выпустили по амнистии и выслали в Мексику. А потом он собрал таких же политэмигрантов, высадился на берег Кубы на Гранме, воевал и победил. Я считаю, что нет ни одной страны в мире, включая страны, находящиеся под колониальным господством, где экономическая колонизация, унижение и эксплуатация хуже, чем были на Кубе, отчасти из-за политики поддержки моей страной режима Батисты. Эти слова о своем противнике президент США Джон Кеннеди якобы сказал журналисту менее чем за месяц до своей гибели, в октябре 1963-го. После публикации опровергнуть цитату уже было некому. Что на самом деле думали о Кастро в Вашингтоне, можно судить по вторжению в залив свиней и количеству покушений на Фиделя. Официальная пропаганда говорит о более чем 500 попыток убить Кастро. Elementos terroristas organizados. Например, Фиделя пытались отравить молочным коктейлем. Кастро был одержим молоком. Во время революции он обещал, что каждый кубинский школьник будет получать стакан молока в день. Это указание до сих пор выполняется. Зато за убийство собственной коровы человек может получить 15 лет тюрьмы. Кастро отлучили от церкви, когда Рим включился в борьбу с коммунизмом. Потом с ним встречались 3 папы римских. Кастро – это чуть не начавшаяся ядерная война. Самое серьезное обострение между Советским Союзом и Штатами – это Карибский кризис. Размещение ядерного оружия в непосредственной близости от побережья США. Куба и революция кубана seguirían luchando. Кастро – это экспорт революции, война с колониальными властями по всему миру. Кубинские солдаты, не скрываясь, воевали в десятках стран. Некоторые государства, например, Намибия, получили независимость благодаря войскам Фиделя. Режим Фиделя изобрел один из самых странных видов экспорта – поставки врачей в соседние страны. В одной Бразилии работает более 10 тысяч докторов с Кубы, а местные власти пытаются придумать программы по вытеснению экспатов обратно, но их некем заменить. Фиделя, как и Эрнесто Че Гевару, практически невозможно представить без сигары. Основной после врачей и коммунизма статьи экспорта Кубы. Удивительно, но он бросил курить более 30 лет назад. В конце жизни случилась еще менее вероятная вещь. Кубинский режим выпустил большую часть политзаключенных. Это была часть сделки с Соединенными Штатами. В обмен США привезли в Гавану роллингов, открыли посольство и восстановили дипломатические отношения. Правда, последние достижения теперь под вопросом. Дональд Трамп и его избиратели во Флориде не одобряют историческое примирение.